Друзья, всем привет! Ох, сегодня как жарко, прямо за бортом сейчас минус 11 всего. Это вообще раньше в ноябре, в это время, лет даже 10 назад уже так холода стояли, уже где-то минус 25, минус 30 было, но что-то сейчас, видимо, все сказывается, глобальное потепление, поэтому с каждым годом погода меняется, климат меняется. Но сегодня реально жарко, прямо весь расстегнулся вообще. Вот, еду, потею. Вот, а здесь остановился. Здесь рыбаки вон ходят, рыбачат. В общем, погода замечательная сегодня. Так, а я заехал на городской пляж. Сейчас поеду по берегу, там немножко прокачусь, посмотрю. Снова посмотрю ледовую обстановку. Да, городской пляж оборудовали, вон везде скамейки, места для переодевания. Вот эти кабиночки поставили. Вон вышка новая стоит, там вышка. Короче, все лучше и лучше становится городской пляж. А мы едем здесь по территории пляжа. Сейчас там наверх поднимемся по лестнице. И хочу вот доехать опять-таки до рыбацкого места, там попытаться перейти на один из островов. Ну и посмотреть там, как дорога будет. Там сейчас Хивусы ездит. Должна быть песочная дорога. Разведу и посмотрю, потому что в конце ноября, в начале декабря поеду по первому льду на тот берег. Так, я тут вот заметил небольшой лагерь. Постройки здесь, да, стоят вот с фотографиями. В общем, это здесь, в общем, купаются люди закаленные, моржи. Вот здесь, как и в прошлом году, какие-то такие напутственные слова. В общем, тут туда есть и знакомые на фотографиях. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть. Ну вот здесь они, видимо, тоже переодеваются. Там вон прорубь. Вот на буранах люди ездят. Вон машина вообще поехала по льду. Вот здесь, в общем, ледовый городок делают. И здесь, ну, в общем, он платный будет, как обычно. Наверное, запустят, наверное, к Новому году. Где-то так, наверное. Если успеют построить. Вот, а здесь, да, они здесь лед берут. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Осторожно, открытая прорубь. Сейчас глянем, как тут оборудовано. Вот. Да, он тонкий лед еще. Пар идет. Вот тут скамеечки такие. Видимо, тут переодевается или что непонятно. Перед тем, наверное, как в воду заходить. Так, я, друзья, еду по берегу. Сейчас выйду к месту, где ездят хивусы, на тот берег. Гляну обстановку. Но я отсюда уже вижу, что там люди спокойно ходят. Даже вон на том острове люди есть. Впереди, который виднеется. Там вообще целый городок. В общем, туда еду, посмотрю. Ну и потом, наверное, обратно. Да, тут раньше вообще насыпная дорога была. Каменистая. Сейчас вот асфальт сделали новый. Прямо к выходу на площадку, где хивусы стоят. Сейчас направляюсь именно туда. Осталось немного, метров 200-300. Да, уже почти подъехал. Тут такая площадка. Сейчас сверху посмотрим. Вон вовсю они гоняют на тот берег. Вот тут типа остановка, даже есть автобусная. За мной там стояла. Ну и посмотрим, так сказать, с высоты. Вон там
Вон один желтенький Хивус подъезжает к берегу. Так, а вот Хивусы стоят. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, как с близкого расстояния выглядит транспорт на воздушных подушках. Вот так выглядит Хивус. Он там, судя по размерам, вмещает немного человек, наверное, человек, наверное, 6-7, наверное, максимум. Может, чуть больше. Так, ну а вот это, видимо, касса трансфера пассажиров до ЖД вокзала Нижний Бестяк. Сейчас посмотрим цены, сколько что стоит сейчас переправиться. Так, стоимость проезда. Ну, отсюда с 15 по 30 ноября. Дети 900, взрослые 1800 проезд. Вот такие цены. Да, ну в этом году более как-то организованно сделали. Даже вот асфальт проложили. Остановку сделали автобусную. То есть как-то раньше так более... Ну вот когда на 202-м они стояли, там, по-моему, даже кассы не было. Так, по-моему, сразу в руки водителю платили. По-моему, так было. Но сейчас вот более организованно. Даже вон автостоянка есть слева. Так что вот улучшается инфраструктура потихоньку. Так, ну а я пока потихоньку пойду в ту сторону, посмотрю, что там происходит. Ну а там тоже машины стоят, что-то. Видимо, рыбаки, лед. А, лед еще, да, лед. Здесь лед собирают. Так выглядит. А вон тот остров дальний. Сейчас пойдем посмотрим, есть ли туда вообще тропинка. Да, погода просто сказка. Блин, всегда бы такая была зима, вообще бы было бы супер. Я просто бы вообще был счастлив. Но скоро наступят морозы. Мне кажется, где-то уже в 20-х числах ноября должны ударить морозы. Ну и вчера первый рог у быка вырос. Это по якутским поверьям, как бы сперва у быка там, ну то есть там рога появляются. То есть ознаменовывает то, что приходит зима в наши края. Вот, а потом весной эти рога отпадают и приходит лето. Короче, вот такие, как сказать, народные предсказания, что ли, как правильно сказать. Вот, ну, приближаемся к берегу. Здесь тоже лед заготавливают. Вот, и совсем близко вот с этого места остров. И там собаки снова бегают. Становимся, посмотрим. Так, а я тут немножко дровишек, ну, сухостой вот собрал. Небольшой костерчик сделаю, потом затушим. Ну и чай попью возле костра. Так, надо достать термос, газовый баллон для розжига. Так, ну, надеюсь, он не замерз. Да, в принципе, газ бултыхается, значит, все нормально. Все, сейчас. Совсем чуть-чуть маленький костер для антуража. Посидим, чай попьем и обратно поедем. Ну, должно разгореться, я думаю. Дрова сухие здесь. Сухие ветки в основном.
Да, с погодой повезло, вообще шикарная погода. Минус 11 всего, минус 10. Погода шепчет. Да, в принципе, уже разгорелось, мне кажется. А тут еще немножко травы покидал. Да, нормально. Сойдет, как говорится. Вот такой небольшой костер. Потом, как прогорит, и снег сверху. Снегом все засыплю. Снега много, вон, смотрите. Ну, будет чем потушить. А вот с собой термос взял небольшой свой фирменный. Ой, кипяток горячий. Сейчас еще снег с утра валил. Сейчас чуть поменьше его стало выпадать. А на горизонте просвет. Значит, завтра, наверное, все-таки будет солнечная погода. Возможно, завтра тоже куда-нибудь съездим. Отдохнем. Вот такое место нашел интересное. И тут такой вот тальник, видите. Я вот здесь веточки пообломал, сухие, тонкие. И вот у меня получается костер здесь. А вот вильчик мой стоит. Такой дым приятный от костра. Греет очень хорошо. Костерчик мой потихонечку догорает. Вот думаю, добавлять дрова, нет, немножко хотя бы. Вот, и вот такое место, вон, красивый закат виднеется. Классно. Так, ну что ж, пришло время тушить костер. Вот так просто снегом закидаем. Снежка много. И все потушено. О, и солнце какое красивое вышло под конец дня. Сейчас время где-то 5, наверное, 4 часа где-то. Вот такая картина красивая. Ну все, потихонечку выбираемся из леса. Красивая погода, очень тепло, и даже вон тучи все разбежались. Так, немножко облака маленькие. Даже веселее стало как-то ехать. Накат очень хороший. Скоро выйду на дорогу. И такой свежий воздух. Тишина.
Вот я выкатил на дорогу, приближаюсь к городу. Совсем чуть-чуть осталось. Завтра тоже по прогнозу будет погодка не хуже, такая же, наверное. О, а тут въезд песком засыпали. Вот, две кучки, но здесь люди проезжают вот с краю. Проезд сделали. И вот куча песка. Памятник Петру Ивановичу Бекетову, основателю города Якутск. Вот такой памятник. Ну что ж, пора заканчивать и этот репортаж. Всем спасибо за просмотры. Ставим лайки, оставляем комментарии. И не забывайте, скоро начнется настоящий зимний сезон. С приходом холодов будет все интереснее. Всем пока!